Новое радио. Ну что ж, дорогие друзья, инстамарафон начался, и у нас в гостях уже подоспела прям вовремя Умеда Парсаева, бизнес-леди, блогер. Здравствуйте! Всем привет! Как у вас дела, рассказывайте. Хорошо. Так как вы ведете свой Инстаграм, вот, по поводу Инстаграма у меня будет один вопрос. Сколько лет активен ваш Инстаграм? Более 2 лет, наверное. Более 2 лет? Да. Отлично. А чем вы занимаетесь в своем Инстаграме? Какие посты именно вы постите? Ну, у меня нет особого какого-то направления, потому что я скорее лайф-блогер. Я выкладываю и делюсь всем, что меня окружает, всем, чем я интересуюсь сама. Там могут быть посты и о спорте, и о моей личной жизни, и о бизнесе, и о работе, и о моде, и о каких-то бьюти-секретах. В общем... Прям все-все-все? Все-все-все, да. Понятно, понятно. Ну что ж, и перейдем ко второму вопросу. Вот, помните ли вы свои первые публикации? Да, помню. И что это было? Это была Турция, и это было море. Вот. Песок, да. солнце, да. очки. Да, и тогда у меня был еще закрытый аккаунт. А, закрытый аккаунт. Да. Так, а сколько у вас было подписчиков на то время? Человек 200. 200? Да. Серьезно? Чем вы занимаетесь помимо Инстаграма? Работаю. Так. Веду несколько бизнесов параллельно. Занимаемся одеждой, занимаемся косметикой. В общем, занимаемся бьюти-индустрией, вот. Развиваем ее в Таджикистане. Еще, кроме этого, мы занимаемся, вот сейчас начали буквально недавно, запустили наш проект SMM продвижение, маркетинг. В принципе, любой человек может обратиться к вам, да. И как бы мы есть гарантия. Да. Я могу обратиться к вам? Да, вот увидишь, через пару месяцев будет много подписчиков. Ну, в принципе, от того, что я сейчас с вами веду эфир, то у меня, по-моему, будет очень много подписчиков. Вы сказали про одежду. Что за одежда? Есть интернет-магазины, есть магазины живые. Да, есть и онлайн, и офлайн магазины. Так. В данный момент у нас остался сейчас один бутик в торговом центре Аниса на 3-м этаже. Можете прийти, у нас есть мужские футболки. Спасибо. У меня второй вопрос. Вы сказали о косметике. Как называется косметика? Бренд Пейзе, это польский бренд. Вот, я являюсь официальным представителем этой косметики в Таджикистане. Так. Уже на протяжении 1 года. Мы являемся официальными дистрибьюторами. Так. Скоро откроем для этого бренда отдельный бутик. Сейчас косметика в нашем бутике представлена. И еще в нескольких косметических салонах в Душанбе. В принципе, ясно. И есть интернет-магазины. Да. Тоже, да? Да. Отлично. Это очень хорошо, потому что женская аудитория тоже хочет выглядеть как вы. Да. Вот, у нас были вот такие вопросы. Чем вы пользуетесь, что вы такая красивая, вот, и вы поделились секретом, наверное, вся женская аудитория сейчас побежит за косметикой, наверное. Может наверное. быть. У меня есть еще один вопрос. Вот, ваш Инстаграм, 499 подписчиков, вот, прямо минуту назад я проверял ваш Инстаграм. На кого вы подписаны сами? Сама я подписана на наши страницы. Это Шарм, Пейзе, Апмен, Апфонд, ну, в общем, все наши странички, которые мы сами создавали. Исключительно свое. Да, ну так. И еще на пару бизнес-аккаунтов. Интересно очень читать, следить за ними, много всегда новой информации. Так, вы читаете посты в Инстаграме? Бывает. Интересно? Да, только вот на бизнес-страницах. Так я не подписана ни на кого. Вы же любите смотреть там вайны, например, что-нибудь еще? Очень редко. Есть аккаунты, которые вам реально Просто. интересны? Да, без подписки вы наблюдаете за ним. Мне нравится аккаунт Оксаны Самойловой, потом Агент Girl, Настюшка Ивлеева. Ивлеева. Да. Так. Михаил Литвин, так. Гусейн Гасанов. Ну, это вот топ-4 страницы. Гусейн Гасанов, значит. Да, в российском блоге. А есть зарубежная? Из зарубежных захожу, бывает, на страничку Forbes, NASA, Кайли Дженнер, Джей Ло. Оу, причина? Интересно посмотреть. У Кайли Дженнер очень красивая, на самом деле, страничка, красивая жизнь. В общем, всегда какие-то интересные, дорогие ивенты. У Джей Ло мне нравится то, что... ей 50 лет, она совершенно не выглядит на 50, у нее очень активная жизнь, она также увлекается бодибилдингом, как и я. Значит, вы занимаетесь бодибилдингом? Да, частенько. И как вам? Я не занимаюсь им профессионально, я не готовлюсь к каким-то соревнованиям. Чисто для себя? Чисто для себя, да. Сталкивались вы с критикой?
в Инстаграме, там, не знаю, в жизни критика? Конечно, да, учитывая то, что я всегда у людей на виду, и критика всегда есть, будет, потому что, Люди они. скажем так, мы все не одинаковые, Да. и, соответственно, не всем мы можем нравиться или, наоборот, не нравиться. В принципе, с этим согласен. А она как-то вас задевает, либо же дает, наоборот, какое-то продвижение, что... Нет, меня абсолютно никак не Не задевает. Я уже к ней привыкла с самого, скажем так, детства. С самого начала Да. своей жизни. Прекрасно понимаю, что есть очень много и завистливых, и каких-то недоброжелательных людей. Вот. Я, наоборот, им как-то сочувствую и всегда даже в своем Инстаграм намекаю как-то людям о том, чтобы они не держали в себе какую-то злость, какую-то негативную энергию, да, а наоборот перенаправляли ее в нужное русло. Хорошее такое, да? Саморазвитие, вот. Бывало ли такое, что подписчики прям назойливо начинали писать и как-то, грубо себя вести? Вы замечали такое? Сообщения, которые поступают, мне огромное количество. То есть они так и остаются чаще всего в запросах. Так. Потому что я их не вижу. И не потому, что у меня нет желания читать, ребята, потому что у меня нет просто физически времени. Там огромное количество сообщений. Я не могу сама это все обрабатывать. Поэтому я часто оставляю в Инстаграме номера своей помощницы Мавзуны. Это мой менеджер, поэтому по всем каким-то важным вопросам вы можете обратиться к ней. Вот. А по поводу назойливости, нет, у меня подписчики достаточно адекватные, добрые, всегда видят меня в городе, здороваются, фоткаются со мной, так что, в принципе, мы с ними хорошо живем. А часто такое происходит, что к вам подходят и говорят: Умеда Барсаева, мы вас знаем, можно сфотографироваться? Да, часто бывает, и, к сожалению, мужчинам я отказываю, вот, с девочками и с мальчиками, кто младше меня намного, можно сфоткаться, а с мужчинами не фоткаюсь. Мужская аудитория, запомните, значит, подписчики бывают назойливые, но физически нет времени на все сообщения отвечать. Есть еще один вопрос. Вы ведете Инстаграм, и тем самым, значит, у вас есть реклама. У меня такой вопрос. Сколько вы обычно получаете за месяц с рекламы? Я бы не сказала, что я зарабатываю очень часто или много, потому что я очень крайне редко делаю рекламу в Инстаграм. Если только мне очень самой понравится эта продукция или эти услуги, или еще что-то, то бывает, что делаю рекламу. А так, если посчитать за всю историю моего Инстаграма, там в общем может быть 5 или 6 постов рекламы. А так я не делаю рекламу. Так, значит, понятно. Но заказов поступает, наверное, очень много. Сотрудничество, там прирекламируйте это, прирекламируйте то. Конечно, потому что аудитория у меня не накрученная, подписчики настоящие, охваты большие, просмотры в сторис тоже большие, до 90-80 тысяч за сторис. Вау. Много людей смотрят меня, поэтому, конечно, рекламодателям очень интересно рекламировать свою продукцию у меня. Такой вопрос. Вы занимались когда-нибудь музыкой, пели? Нет. Записывались? Нет. Но хотели? Может быть. Скоро мы можем услышать, да, на новом радио песни Умеды Барсаевой? Может быть. Часто задаваемый вопрос, который сейчас просто бомбили Инстаграм этим сообщением. Вы замужем? Нет, я не замужем и никогда не была. Был ли когда-нибудь молодой человек? Никогда серьезных отношений каких-то не было. А у вас есть в планах выйти замуж? Конечно. К скольки годам? Думаю, что уже примерно к сегодняшним годам. Вы хотите, но вы не можете найти подходящего. Нет, дело не в том, что я хочу или это моя цель какая-то. Я думаю, что у всего есть свое время. Я верю в судьбу. Все будет так, как именно должно быть. По поводу того, когда это произойдет, это знает только Бог. Нам остается только ждать и верить. Мужская аудитория, бегите быстрее, хотя могут бежать, могут добиваться сердца вашего. Конечно, все зависит от того, насколько они хотят этого. Можете объяснить, что для вас романтика, мужской аудитории, объяснить, хотя бы дать совет тем, кто женат, тем, кто ищет? Я думаю, что мужчины не должны никогда останавливаться на том, чтобы добиваться сердца девушки. Неважно, это ваша жена уже долгие годы или девушка новая. Старайтесь всегда проявлять себя
очень мужественно, джентльменски, можно сказать. Не забывайте подавать девушке руку, когда она выходит из машины. Несмотря на то, что это мелочи, но на них нужно всегда обращать внимание. И что стоит подарить девушке, один цветок? 15 самон. Зато вашей жене будет очень приятно. Каждый день богато, да? Каждый можно день. Не каждый день, можно через... В принципе, часто, если дарить цветы, то это очень приятно, наверное, девушке. Конечно, тем, что вы наполните девушку, тем она и будет вам, скажем так, отдаваться. Понятно. Это очень дельные советы. Мужики, дерзайте, покупайте цветы хотя бы не каждый день, но дарите своим женам, девушкам цветы обязательно. Это очень радует девушек, как говорит Умеда Парсаева. У меня есть последний вопрос, наверное, и на этом мы закончим наше интервью. Чего не хватает в отечественном блогинг-сегменте? Как вы думаете? Я думаю, не хватает больше откровенности, не хватает больше открытости, можно сказать, да, так. Потому что все равно в нашем менталитете присутствует вот это вот, а что скажут люди, а вдруг меня не так поймут или еще что-то, и поэтому очень многие ребята не раскрывают полностью свой потенциал, стесняются, боятся, вот. Но, может быть, в какой-то степени это хорошо и как-то тормозит людей, которые, может быть, плохо влияли бы на аудиторию, да, скажем так, на подписчиков. Нам не хватает каких-то определенных бизнес-блогеров, фитнес-блогеров. У нас почему-то очень развита только мейкап-индустрия, может быть, какие-то шопы, везде онлайн-шоп, вот это вот. А конкретного вот блогера даже назвать не могу, которого было бы интересно читать, смотреть. Вот, поэтому всем, скажем так, начинающим блогерам я советую брать определенное направление, будь то спорт или кулинария или еще что-то, и вести очень интересно, ярко, красочно свои аккаунты. И не стесняться. Так, а как вы думаете, если вот начинающий блогер определился с направлением, да, и вот идти в одном и том же направлении, это не надоест людям? Нет, почему? Вы можете вести какие-то параллельные посты про себя или еще чем вы увлекаетесь, но, как показывает практика, люди на тебя подписываются конкретно потому, что им интересна определенная тема. Вот я подписана на 6 или 7 бизнес-странички, которые мне интересны, да, которых я хочу читать, и каждый их пост мне интересен, то есть я не буду говорить, что вот надоел там со своей рекламой или еще с чем-то. Поэтому здесь уже конкретно индивидуально нужно решать то, чем вы увлекаетесь, то, в чем вы можете быть профессионалом, чему вы можете научить людей и что полезного с вашей странички могут забрать другие ребята. Ну что ж, наверное, на сегодня мы закончим. У нас в эфирной студии Нового радио 95,5 FM была прекрасная Умеда Парсаева. Всем пока, всем удачи, всех люблю, целую. С уважением, ваша Умеда Парсаева. Вот, и я с уважением ваш Тим Ганиев. До скорой встречи, до свидания. Новое радио.